Для абхазских паломников становится доброй традицией приезжать на Страстную Седмицу в Израиль и участвовать во всех предпасхальных событиях. Вот и в этом году группа из 40 человек представляет Абхазию на земле обетованной. В первый же день приезда паломники посетили главный христианский храм, храм Воскресения, больше известный как храм Гроба Господня. Отреставрированная, обновленная Кувуклия поразила своим праздничным видом. Именно так она и выглядела 500 лет тому назад. Специально для паломников и туристов были вырезаны окошки в виде медальонов. В этом году Пасху празднуют 3 христианские конфессии – православие, католики и копты. Планируется большое стечение народа. Начинает праздничные мероприятия Лазарева суббота. Утром автобусы отвезли абхазских паломников в Вифанию, в храм святого Лазаря. Богослужение провел иерусалимский патриарх Феофил III. Евангелие читалось на многих языках. Согласно преданию, воскресив Лазаря 4-дневного, Иисус отправился в Иерусалим. Крестный ход, в котором приняли участие абхазские паломники, был посвящен входу Господа в Иерусалим. Он начался в храме на вершине Масличной горы. В Израиле на праздник вербного воскресенья выходят с ветками пальм, как это было во времена Спасителя. Здесь каждый христианин может плести кресты. Научились этому и мы, ведь Абхазия тоже южная страна. Также мы хотим участвовать и ждем Божьей милости для нашей республики, для нашей страны. Конечно, все, что случилось с Господом дальше, это будет дальше. Но сегодня светлый праздник. Сегодня Господь являет себя миру как царь, как победитель. Христиане всего мира с ветками пальм, с пением молитв прошли этот путь. И вместе с ними шла абхазская группа. Следующим местом паломничества оказалась Кана Галилейская. Это родина просветителя Абхазии, апостола Симона Канонита, принявшего мученический венец в Новом Афоне. Храм, который посетила группа, посвящен первому чуду, сотворенному Христом, чуду претворения воды в вино. Это событие произошло на свадьбе Симона Канонита. День совершился посещением Галилейского озера. Здесь совершил свои чудеса Иисус, ходил по воде, помогал рыбакам ловить рыбу, исцелял людей. На берегу озера стоит уютный маленький храм с розовыми куполами, храм 12 апостолов. Манана Кокуски, Роберт Джопо, Израиль, Суху.